Пора сбора урожая в самом разгаре. Именно в это время разные этносы празднуют национальные торжества, связанные с сельхозработами. В Алматинской области представители корейского и китайского этносов отметили традиционный праздник урожая – китайский Чжунцю и корейский Чхусок. Наша съемочная группа выясняла, что это за праздники и в чем их отличие. Все подробности в материале. В этом году представители китайского этнокультурного объединения праздник середины осени отмечают в узком кругу. В связи с пандемией пышных торжеств не организуется. Однако вручить старейшинам центра сладкие лунные пряники с пожеланиями счастья – традиция, которую в национальном центре стараются непременно соблюдать. У нас сегодня у восточных наций большой праздник. Это середина осени, где мы, знаете, благодарим за то, что вырастили урожай, за то, что, знаете, было все хорошо. И поэтому это, знаете, значимый праздник для китайцев. У нас такая традиция, когда полная луна, мы кушаем лунный пряник. И, знаете, мы хотим поблагодарить. Китайское консульство прислало нам эти пряники. История праздника Чжунцю насчитывает более 3000 лет. Это один из традиционных китайских праздников, который ежегодно отмечается на 15-й день 8-го месяца по лунному календарю. Именно в это время на небе видна самая большая луна. Потому этот день называют не только праздником урожая, но и луны. Этот праздник, он относится с 3 ценностями. И эти 3 ценности являются, это когда семья и друзья собираются вместе. Второе, это когда благодарение и благодарность за урожай. А третье, когда это молитва о духовном или материальном удовлетворении. Совпадает с китайским и корейский осенний праздник Чхусок. День урожая и благодарности земле за ее щедрость – одно из самых важных торжеств в году для представителей корейского этноса. Отмечать его принято дома у родителей или старших членов семьи. Я хочу всех поздравить с таким праздником Чхусок. Это для корейцев это традиционный большой праздник. Поэтому я вот в этом году и в прошлом году пандемия, мы не могли все собраться. Хотелось бы, чтобы вот это кончилось в этот период, чтобы мы могли собраться свободно. Пожелаю, конечно, всем молодым, независимо от возраста, всем главное, самое главное здоровье. Здоровье будет, значит будем собираться, радоваться будем, веселиться будем. Традиционно на праздник Чхусок на столе должны быть свежие овощи, фрукты и рис. К слову, одним из главных блюд являются рисовые лепешки. В целом рисоводству корейский этнос уделяет огромное внимание. Учитывая, что в годы массовых репрессий корейские семьи были депортированы на территорию нынешнего Каратальского района, то он и стал одним из главных рисоводческих регионов края Житесу. Здесь не только выращивают популярные сорта риса, но и выводят новые. К примеру, весьма известный сорт Пак Ли, ставший брендом не только Каратальского района, но и всей области. Сейчас идет уборка белого злака. Именно во время сбора риса корейский этнос отмечает свой национальный праздник, восхваляя урожай и благодаря за него землю. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал Житесу.